Всем привет! Зовут меня Бойко Антон, я Microsoft Azure MVP, и в рамках наших видеоуроков по DevOps практикам я хочу немножко поговорить с вами сейчас про Continuous Deployment. Continuous Deployment — это DevOps практика, которая относится к части вашего релиз-процесса. В чем, собственно, заключается основная идея? Когда мы хотим как-то быстро понимать, насколько хорошо наше приложение работает на окружении, которое, там, скажем, максимально близко к продакшену, мы должны иметь возможность очень быстро и по возможности автоматически развертывать там новую версию нашего приложения. У нас есть разработчики, которые пишут какой-то код в репозитории. И этот код, он, собственно, попадает на машину, которая делает билд. Эта машина этот код билдит и дальше разворачивает его на dev-окружении. Все это должно происходить в идеале автоматически, просто по той причине, что когда придет человек, который захочет посмотреть, как работает последняя версия нашего продукта в тестовом окружении, он сможет, там, не знаю, по желанию нажать кнопку и тут же получить тестовую версию продукта. Также есть еще другой вариант, который используется, допустим, каждую ночь, когда вы делаете ваши ночные сборки, после того, как команда весь день поработала, вы ночью делаете сборку, разворачиваете ее на какие-то тестовые сервера, и команда, которая занимается, допустим, тестированием, или те же разработчики, которые приходят и хотят посмотреть, как это работает, уже приходят утром на работу и получают доступ к свежей этой версии. В чем у нас заключается основное преимущество? То есть зачем мы должны это настраивать? Во-первых, мы можем таким образом очень легко оптимизировать использование наших ресурсов. Что означает оптимизировать использование ресурсов? Смотрите, во-первых, хоть это, может быть, звучит и не очень красиво, но самый дорогой ресурс, который у нас есть в любом проекте, это время. Это конкретно время инженера. Никогда у вас не будет такого, что аренда серверов будет стоить дороже человеческого времени. Поэтому нам очень важно, чтобы мы могли делать все вещи с минимальным влиянием, скажем так, на время конкретного сотрудника. Также у нас есть возможность, собственно, ускорять эту доставку, потому что если нам нужно задействовать несколько людей в процессе развертывания даже тестовой версии приложения, а мы ее, допустим, развернули, зашли там на какую-то первую страничку, первое окошко и увидели, что там падает ошибка, и то, что мы, не знаю, там разворачивали 2-3 часа, там, день, неделю, оказывается, что эта версия была с багом, нам нужно этот баг исправить и потом снова эту версию развернуть, то, как вы понимаете, мы опять же потратили очень много времени, и это время было потрачено впустую. Компания потратила деньги, а выхлопа у нас ноль. Как мы можем померить, насколько эффективно Continuous Deployment был внедрен в нашем проекте? На самом деле есть вот несколько показателей. Первое – это частота деплоев. У нас на одном проекте, где я лично работал, получилось при помощи Continuous Deployment достичь частоты деплоев на dev-окружение примерно 2 раза в неделю. Это было очень даже неплохо. Почему? Потому что у нас очень много времени тратилось на то, чтобы разработать сам код, потом написать тесты для проверки этого кода, потом пройти отдельно код-ревью, потом посмотреть, насколько это хорошо, успешно мерджится в другие ветки, в то, что пишут другие люди, и деплоится 2 раза в неделю. Это для нас было очень даже классно, очень даже круто. Вы можете пытаться, скажем так, достичь таких же показателей или даже превзойти их. Единственное, что вы должны понимать, что все это должно быть обосновано. То есть у вас не должен быть деплой ради деплоя.
Continuous Deployment это хорошо, но подходить к этому нужно тоже с головой. Также у вас уменьшается время на восстановление в результате каких-либо сбоев. Как я уже говорил раньше, если у нас, допустим, мы развернули новую версию приложения и увидели, что она с ошибкой на dev-окружении, и ошибка в результате того, что нам нужно поменять какую-то там одну строчку кода, мы можем легко и быстро поменять эту строчку кода и развернуть новую версию. То есть время на то, чтобы восстановиться, у нас минимально. И это так или иначе помогает нам в том числе повлиять на доступность нашего приложения. Хоть этот показатель он и не явный, но тем не менее, что за ним кроется? Представьте, что в результате развертывания на какие-либо сервера у нас, допустим, тестовые сервера перестали работать. Ну вот такое вполне возможно. У нас были какие-то сервера, у нас случилась проблема, если это железные сервера, там могла сгореть оперативная память, или блок питания, или сетевая карта, неважно. Если это облачные сервера, у нас могли там, не знаю, или исчерпаться ресурсы, или какие-то трудности с дата-центром, и мы хотим развернуть это в другом месте. У нас процесс развертывания приложения уже автоматизирован. Все, что нам нужно, это дать, допустим, новые ключи для доступа к новым серверам, или поменять IP-адреса, на которые мы деплоимся, или еще что-то. То есть мы можем очень легко влиять на доступность приложения тем путем, что процесс развертывания полностью автоматизирован. И в случае сбоя мы можем очень быстро развернуть это в другом месте. И дальше давайте посмотрим небольшую демонстрацию, как, собственно, мы можем настроить Continuous Deployment для нашего приложения, используя Visual Studio Team Services.